Здравствуйте. Мы вас пригласили, в принципе, чтобы огласить результаты, официально огласить результаты проведенного социологического опроса. 10 января этого года состоялось заседание Совета Народного движения ГГУ «Скалки», в котором принято было постановление о проведении исследования опроса на территории Гагаузии. Оно гласит, что в целях проведения объективного анализа сложившейся общественно-политической ситуации в целом по стране и в Гагаузии, выявления настроения и доверия граждан к органам власти и управления страны и Гагаузии, их доверие к деятельности политических партий, а также отношение избирателей Гагаузии к кандидатурам возможных претендентов на должность Башкана Гагаузии на предстоящих выборах в апреле месяца 2023 года. И проведение какой политики они предпочитают видеть в деятельности будущего их избранника. Совет Народного движения принял решение, постановил, чтобы организации провести на территории ГГУ с 16 по 30 января 2023 года соответствующие социологические исследования по методике опроса с глазу на глаз по месту жительства респондентов. Утвердили анкету, она у вас в руках, она прилагается, и ответственными за реализацию исследований назначили меня, как председателя Совета, и сопредседателя Совета Ирину Петровну Капаклы. Ирина Петровна, к сожалению, сегодня не может присутствовать, она занята, и проведу пресс-конференцию я. Почему, в принципе, было принято решение провести, я уже огласил, но толчком к этому послужило, что появление в средствах массовой информации разного рода публикации, которые явно составлялись по принципу палец-потолок, не проводились никаких исследований, а писались, кого-то поддерживает 100% будущих претендентов, кого-то 100%, кого-то 90%, кого-то 50%, кого-то вообще ничего не поддерживает. Ну, явно, что это видно было. Поэтому мы решили, чтобы что-то говорить, надо иметь объективную картину. Мы этим самым кого-то не поддерживаем, допустим, не говорим, что мы поддерживаем того или иного. Мы просто решили сделать информацию для себя и всем. Вот на столе у нас всех 23 населенных пунктах все анкеты. Кто захочет посмотреть, за кого, сколько, как в каждом населенном пункте. Мы провели в 23 населенных пунктах из 26 Гагаузии провели исследования. Не провели только в Карбалии, в Русской Киселе и Котовском. Что у нас показалось? Первый день мы когда начали проводить опрос, мы со стороны Волконяшна. И в первом населенном пункте, когда мы начали проводить, выяснилось, что пофамильно всех люди не могут. Вот когда анкету показывали в конце, какое предпочтение кому там отдают и так далее, а кто. Поэтому нам пришлось потом каждому, кто проводил опрос, мы вот так сделали. Претендентов, которых мы написали, да, их в принципе 14 человек, кто был на слуху. Везде в высказываниях это самое мы написали. Ну вот, составили такие фотографии. Вот видите, раз, два, три, потом сюда, сюда, сюда. Вот сколько есть? 13. Тратилось в среднем где-то 15-20, ну, смотря как. Ну, иногда и 10 тратилось, которые, если подался, что быстро, так разъясняли все, как. Ну, в принципе, я считаю, что мы провели нормальный опрос. Выборка у нас была стратифицированная, вероятностная, двухшаговая, в принципе, чтобы объяснить, как старались придерживаться научных подходов, как в социологии изучают, так? Тип населенного пункта у нас город-село. Количество населения сельских населенных пунктов у нас два типа было. Домохозяйки были так, дома шли. Потом делалось, что иногда заходили на почту, кто там был, или в какой-нибудь магазин, 1-2 человека, чтобы было везде, в каждом старались охватить разные слои, чтобы можно было выдать. Да, вот интервью были выбраны, имеется в виду, кто были выбраны по методу случайного пути со статистическим шагом.
Ну, если в выбранном домохозяйстве в доме оказывалось, что больше, чем один член старше 18 лет, то выбирался лишь по методу ближайшего дня рождения. Да. Выборка у нас, как вы же говорили, репрезентативна для населения старше 18, доверительный. Ну, доверительный у нас интервал, получается, будет, ну, как общий, плюс-минус, обычно 3%. Ну, здесь то же самое. Вот поэтому мы пошли сюда. Итогом, если мы сейчас пройдемся по анкете, у нас есть, вот она, анкета. Итогом ответа, вот подавляющее большинство жителей автономии оценивают ситуацию в Гагаузии как негативную. Ну вот, смотрите, участвовало в количестве, мы сделали 839 человек, опросили. 839 человек. Из этих 839 человек первый вопрос. Как вы оцените все хорошо? 0 всего считает, что все хорошо. Вопрос шел о ситуации в Гагаузии. Нужно было, чтобы респонденты давали один ответ в этом вопросе. Все хорошо, терпимо, все очень плохо. Чуть ли не катастрофа. Так вот, 0,3% опрошенных заявили, что все хорошо. 2% терпимо, и 97,7% заявили, что все это очень плохо. Я хочу еще сказать вот о чем, что у нас, мы когда подсчеты велись, по проценту выводили, у нас выборы прошли, явка избирателей была главы Гагаузии 30.06.2019 года. Вот по этой явке участвовало 105 тысяч избирателей приблизительно было, 54 400 человек участвовало в выборах тогда, так? И вот, чтобы процент выводить, 839 на 54,4, ну, чтобы, я объясняю это, чтобы было ясно, что как проценты делались, что из этого мы делали и так далее. Подавляющее большинство, как я сказал, уже автономно оценивает ситуацию в Гагаузии как очень негативную. Прослеживается очень низкий уровень доверия к правительству, президенту, парламенту и по правящей партии ПАС примерно на уровне 3% доверия. Низкий уровень доверия к республиканским политическим партиям. К примеру, уровень доверия к партии ПСРМ колеблется от 15 до 25%. Если раньше у нас она колебалась чуть ли не до сотни, в общем, во всяком случае, да, за 50 она всегда зашкаливала, да? Сейчас с удивлением обнаруживается, что доверие и коммунистам, и ПСРМ и вообще падает. Ну, немного больше или приближается к ним партия Шура. Но это, видимо, связано с тем, что социальные магазины работают. Прослеживается очень, к примеру, уровень доверия к действующему Башкану Гагаузии на уровне 20-25%, где-то так есть, так? Низкий уровень доверия к институциям власти в Гагаузии вообще, к исполнителям 10-15%, а Народному собранию Гагаузии 5%, ну, до 10 поднимается, 5-10% теряем. Ну, прослеживается очень высокий уровень доверия к Российской Федерации, примерно 80-92%, и к Турецкой Республике, про доверие избирателей. Последнее воспринимается положительно ввиду оказываемой помощи Гагаузии на протяжении длительного периода. Граждане скептически вообще относятся к Евросоюзу, уровень доверия к которому от 3 до 7%. Не зря, я сейчас пройдусь с цифрами, не зря даже, что людей наиболее сильно тревожит у вас сегодня, что есть, что вступление тревожит людей очень сильно, вступление Республики Молдова в Европейский Союз 85%, это очень много. Их это тревожит. А не тревожит, ну, это 0,7, 0, так, что людей не тревожит. Остальные, так, я не могу сказать, что тревожит, но не могу сказать, что хочу туда, так и заявляю. Так.
Далее у нас относительно, если говорить о выборов главы Гагаузии, поясню следующее, что большой запрос со стороны общества на кандидата, имеющего опыт. Здесь есть у нас вопрос был. Да. Не-не-не. И вопрос идет вот о чем. Вот смотрите. Все вопросы, в принципе, все эти вопросы взаимосвязаны. Вот смотрите, на седьмой вопрос, если вы обратите седьмой вопрос, что как повлияет следующий фактор на выборы Башкана Гагаузии, что если кандидат будет обладать опытом работы в экономической деятельности, в бизнесе, будет опытным политиком, будет ли это влиять на выбор избирателя? Ну, вот смотрите, что у нас получается очень высокий... Так. Большой запрос со стороны общества на кандидата, имеющего опыт в экономической области, в бизнесе и политике. Уровень доверия колеблется от 70 до 80%. Это очень высокий процент получается. Кандидат, поддерживаемый правящей партией с западной ориентацией, абсолютно не пользуется поддержкой, показал опрос. Так что если кто-то будет поддерживаться поддержкой правящей партии, он может получить от 3 до 7% всего лишь голосов. Кандидат, заручившийся поддержкой партии социалистов, воспринимается как 20-25% только лишь. Опрошено положительно, и примерно половина готова его поддержать из этой 20-25%. Потому что если он воспринимается что положительно, что партия... А будет ли он голосовать за этого кандидата? Половина сказала нет, не буду. Потому что они показали... Значит, саму партию показали, что их деятельность, объясняет, спрашиваешь, почему. Да, они показали, как действуют. Они не наступательно не действуют, только говорят. Ну вот, в принципе, я почему сказал, что я с удивлением это обнаружил, потому что раньше у нас зашкаливало процент доверия. Кандидат, поддерживаемый Республикой Турция, оценивается положительно на уровне где-то 40 выше процентов. Готовы поддержать такого кандидата также люди. Кандидат, поддерживаемый Российской Федерацией, оценивается положительно на уровне 90-95%. Практически почти все заявляют, что да. И абсолютно большинство опрошенных готовы поддержать его при условии, что кандидат будет достойный. Просто так, если кто-то просто сфотографируется где-то или что-то сделает, они в России поддержат, они не готовы его поддержать, они будут смотреть по его качествам, по его, ну, во всяком случае, так заявляют. Был вопрос, здесь же вопрос, что, смотрите, повлияет ли на выбор кандидат, поддерживаемым действующим Башканом Гагаузии, да? Кандидат, поддерживаемый действующим Башканом Гагаузии, воспринимается очень негативно большинством опрошенных. Этот показатель колеблется на уровне 50%, 5 или 10% поддерживает в этом случае его. Объясняет это тем, что абсолютно большинство жителей высказывает свое недовольство, что ветви власти не работают рука об руку. Что касается предпочтений жителей Гагаузии относительно поддержки того или иного кандидата, все отражено в таблице, последней таблице, в 8-м вопросе. Так, Стояноглу, бывшему генеральному прокурору Республики Молдова, почему, хотя он и нынешний прокурор, еще де юре он является прокурором, отстраненным, скажем так, прокурору Республики Молдова предпочтение отдают 18,6 опрошенных жителей. Но большинство из них не видят его в должности Башкана Гагаузии. Спрашиваешь, почему? Они все говорят, слушай, он наш Гагауз, его сейчас давят, пытаются гнобить, мы его должны поддержать. Но из этой позиции, ну, в принципе, всегда есть жалость, когда, это везде, по-моему, гонимым, притесняемым всегда жалость есть и воспринимается. Ну, во всяком случае, так объясняют они. Дальше. Жители выражают сочувствие ему на фоне той ситуации, которая сложилась вокруг него. Он, наш местные власти Молдовы преследуют гагаузы. Я уже говорил об этом, так? Медийное освещение последние 6 месяцев дало свои результаты. Этой поддержки. Я считаю, что оно дало отлично. Особо следует отметить, что Башкан, наверное, повлияло и то, что Башкан публично заявил на национальной телевидении, что в ноябре еще 2022 года, о том, что поддержит
Стоянова Александра Дмитриевна, наверное, и это повлияло. Так, через местности, бюджетные организации это. Ну, поэтому думаю, что... Ну и депутаты здесь заявляли, что поэтому обладает высоким уровнем доверия жителей, хотя и пока не проживает вообще-то на территории автономии, не участвует в политической жизни Гагаузии. Это я объясняю, почему высокое доверие, потому что обычно человек, который не участвует в политической жизни Гагаузии, ну, нет тут высокого процента. Наблюдается высокий уровень неопределившейся в части поддержки тех или иных кандидатов. Сейчас я перейду к ним конкретно. На уровне где-то общей сложности где-то на уровне 30%. Это очень много. Но абсолютное большинство ожидает появления кандидата, явно поддерживаемого Российской Федерацией, но не готовы голосовать за кого попало. Данный фактор будет играть ключевую роль. Я сейчас перейду вот конкретно к вопросам и проценты, которые играют. Как я уже говорил, что у нас было 839 опрошенных. Мы планировали больше 1000, но не выкладывались в этот, и поэтому решили так, 839 оставить. Значит, первый вопрос. Как вы оцените нынешнюю ситуацию в Гагаузии? Ответы должны быть один ответ. Все хорошо, терпимо, все очень плохо, катастрофа. Значит, все хорошо, 0,3%. Терпимо 2%, все очень плохо, катастрофа 97,7%. Второй вопрос был, что наиболее сильно тревожит вас сегодня? Оказывалось, что экономический кризис, безработица, низкая зарплата, высокие цены на энергоносители или продукты питания беспокоит 100% населения. Будущее моих детей тоже 100%. Боевые действия на Украине не 100%, 89%. Это далеко не у нас. Но зато боязнь втягивания Молдовы в военные действия 100% беспокоит людей. Вы очень тревожите и беспокоит, что это, тем более высказывание президента и руководства страны о том, что вооружаться надо, что и поэтому люди беспокоятся, вы спрашивают, неужели допустят войну? Вот это даже спрашивают всегда, да? Коррупция чиновников не всех беспокоит, многие, видать, не связаны с ними, и всего лишь 87%. Зато политика властей Молдовы, проводимая по отношению к автономно-территориальному образованию Гагаузии, беспокоит всех 100%, очень тревожит людей. И я уже говорил, что наиболее сильно тревожит людей. Вступление Республики Молдова в Европейский Союз 85% сильно тревожит. И всего лишь 15% остается, что их не тревожит, или они относятся лояльно. Там мы это градацию уже не делали, но очень большое. И очень сильно, чуть ли не беспокоит людей вероятность объединения Молдовы с Румынией. Это беспокоит, они противника нет, заявляют. Третий вопрос у нас. Как вы оцениваете работу башканов в разное время руководящих Гагаузией? У нас 4 башкана в разное время руководили, да? Сейчас 4-е. Оценку должны были дать отличные, скорее хорошо, скорее плохо, неудовлетворительно, так? Первый табунщик Георгий, так? Отлично никто не дал, ни одной оценки нет отлично. Скорее хорошо 5%. Скорее плохо 37%, неудовлетворительно 58%. Крайтор Дмитрий, отлично 3%, скорее хорошо 18%, скорее плохо 33%, неудовлетворительно 46%. Формужал Михаил, отлично 6%, 28% скорее хорошо, 27% скорее плохо, и 39% неудовлетворительно. Это очень много, это получается 50 и плюс 79, 66% негативно. И последний башкан, отлично действующий башкан, отлично Влахирина, отлично 12% отлично оценивает ее работу, скорее хорошо 32%. Скорее плохо 30%, неудовлетворительно 26%.
Есть над чем задуматься. Между прочим, это серьезное исследование получается, даже кто видел, говорит, да, вопросы очень такие, есть над чем задуматься. Насколько вы доверяете? Вопрос был четвертый у нас. Ответы: доверяю полностью, скорее не доверяя, совсем не доверяя, затрудняюсь ответить. Правительство Республики Молдова доверяет 1%, скорее доверяет 2%, скорее не доверяет 8%, совсем не доверяет 82% и затрудняются ответить 7%. Это очень большой негативный. Парламенту Республики Молдова доверяет 1%, скорее доверяет 2%, скорее не доверяет 10%, совсем не доверяет 80% и затрудняется ответить 7%. Президенту Республики Молдова доверяют полностью 2%, скорее доверяют 4%, скорее не доверяют 15%, совсем не доверяют 67% и затрудняется ответить 12%. Правящей партии ПАС доверяют полностью 1%, видать, это их не. Скорее доверяют 2%, скорее не доверяют 10%, совсем не доверяют 80% и 7% не затрудняются ответить. Партии социалистов 15% доверяют полностью, 24% скорее доверяют, скорее не доверяют 27%, совсем не доверяют 19%, затрудняются ответить 15%. Партия коммунистов 3% доверяют полностью, 7% скорее доверяют, 30% скорее не доверяют, 29% совсем не доверяют и 31% затрудняются ответить. Партии ШОР 3% доверяют полностью, 9% скорее доверяют, 25% скорее не доверяют, 24% совсем не доверяют и 40% затрудняются ответить. Я почему говорю, что партия ШОР, если сравнивать, анализы делать, то партия ШОР идет вверх в доверии. Башкану Гагаузии доверяют полностью, абсолютно 15%, скорее доверяют 21%, скорее не доверяют 27%, 25% совсем не доверяют и 12% затруднились ответить. Исполнительному комитету 10% доверяют, 15% скорее доверяют, 33% скорее не доверяют, 35% совсем не доверяют и 7% затруднились ответить. Еще раз говорю, что это Народному собранию, а потом уже оценку сделаю. Народному собранию совсем доверяют полностью, никто не доверяет, ни 1%. Не доверяет полностью, скорее доверяет 4%, скорее не доверяет 40%, совсем не доверяет 31% и затрудняются ответить 25%. Это говорит, вот эти споры с исполнительной властью. Над этим надо депутаты, чтобы очень внимательно проследили, потому что это полный народ, это очень-очень плохо. Западным партнерам, странам ЕС, Соединенных Штатов Америки и так далее 3% доверяют, 5% скорее доверяют, 9% скорее не доверяют, 80% совсем не доверяют и 3% затруднились ответить. Российская Федерация 82% доверяют полностью, 10% скорее доверяют, скорее не доверяют 3%, 1% совсем не доверяют и 4% затруднились ответить. Республика Турция 18% доверяет полностью, 23% скорее доверяет, 11% скорее не доверяет, 4% совсем не доверяет, 44% затруднились ответить. Мы не знаем, как сказать, не знаем. Пятый вопрос, я считаю, что этот вопрос тоже очень значимый, потому что вы являетесь сторонником чего, в принципе, посмотрите. Вступление Молдовы, в том числе и Гагаузии, в Европейский Союз, всего 3%. Это очень большой процент за невступление. 97% получается не вступление, а за вступление 3%. Если бы сейчас, к примеру, провели референдум о вступлении как кандидата, да, Гагаузия фактически проголосовала 97% против, поскольку за вступление, сторонником вступления, и у нас всего лишь и Молдовы в Гагаузии, и Гагаузии всего лишь 3%, очень мало. Укрепление взаимоотношений и дружбы с Российской Федерацией 93%. Объединение Молдовы, в том числе и Гагаузии с Румынией
0,5%. Значит, все 90, получается 99,5 против. Поддерживание взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Турция 85%. Выстраивание взаимовыгодных отношений в равной мере как с Западом, так и с Востоком 75%. Развитие укрепления Молдовы в нейтральном и независимом статусе 81%. Это тоже высокий процент. Но сейчас процент доверия к людям, к кандидатам, которые мы тогда, действующим Башкану и другим кандидатам, которые даже писали туда. Ирина Федоровна Благ, Башкан Гагаузия, как вы относитесь к следующим людям? Идет, доверяю полностью 15%, скорее доверяю 28%, скорее не доверяю 32%, совсем не доверяю 19%, и 6% затруднились ответить. Все знают Ирину Федоровну, все знают, потому что, впрочем, некоторых остальных, есть там графа «не знаю его», да, есть. А Ирину Федоровну абсолютно все знают, поэтому узнаваемость Ирины Федоровны полностью есть. Константин Дмитрий Георгиевич, председатель Народного собрания Гагаузии, доверяет полностью 1%, скорее доверяют 20%, скорее не доверяют 18%, совсем не доверяют 29%, не знают его 21% и затруднились ответить 11%. Чемпаевич Сергей, 18% доверяют полностью, 31% скорее доверяют, 7% скорее не доверяют, 8% совсем не доверяют, 15% не знают его, 21% затруднились ответить. Левичик Георгий, 11% доверяют полностью, 25% скорее доверяют, 11% скорее не доверяют, 9% совсем не доверяют, 9% не знают его и 35% затруднились ответить. Крайтор Дмитрий, экс-Башкан Гагаузии, дипломат, 5% доверяют полностью, 1% скорее не доверяют, а скорее доверяют, 10% скорее не доверяют, совсем не доверяют 8%, и не знают его 48%, 12%, 48 Петрова, 12%, и затруднились ответить 54%. Это, наверное, связано с тем, что Дмитрия Васильевича здесь нет, поэтому, да. Петров Виктор, депутат Народного собрания Гагаузии, 6% доверяет полностью, скорее доверяют 10%, скорее не доверяют 10%, совсем не доверяют 8%, не знают его 48% и 18% затруднились ответить. Формузал Михаил, 10% доверяют полностью, 15% скорее доверяют, 20% скорее не доверяют, 18% совсем не доверяют, 3% не знают его и 3% затруднились ответить. Дудогла Николай, депутат Народного собрания Гагаузии. 3% доверяют полностью, 8% скорее доверяют, 18% скорее не доверяют, 31% совсем не доверяют, 11% не знают его и 29% затруднились ответить. Стояногла Александр, генеральный прокурор Республики Молдова. 25% доверяют полностью, 31% скорее доверяют, 9% скорее не доверяют, 5% совсем не доверяют, 6% не знают его и 24% затруднились ответить. Кикшал Ивановна, депутат парламента Республики Молдова. 5% доверяет полностью, 12% скорее доверяет, 11% скорее не доверяет, 13% совсем не доверяет, 22% не знают ее и 37% затруднились ответить. Горизан Олег, пример села Копчак. 5% доверяет полностью, 21% скорее доверяет, 12% скорее не доверяет, 8% совсем не доверяет, не знает его 48% сказали, и 6% затруднились ответить. Узун Григорий, экс-депутат Народного собрания Гагаузии, экс-депутат парламента, это Свулканевский, что заявил, что будет баллотироваться Башканом, мы его, значит, правильно писали. Так вот, доверяет полностью ему 7%, 12% скорее доверяют, 10% скорее не доверяют, 12% совсем не доверяют, 37% не знают его и 21% затруднились ответить. Чернев Сергей, экс-депутат Народного собрания Гагаузии. 3% доверяют полностью, 8% скорее доверяют, 15% скорее не доверяют, 23% совсем не доверяют, 21% не знают его и 30% затруднились ответить. Чебан Вадим, бывший первый заместитель главы председателя исполкома и ныне директор АО «Молдова Газ».
5% доверяют полностью, 10% скорее доверяют, 28% скорее не доверяют, 16% совсем не доверяют, 30% не знаю его и 11% затруднились ответить. Ну, тут идет, вот, на мой взгляд, с выборами связанные, вот это, последние два вопроса, они, в принципе, взаимосвязаны с выборами. Там вопрос о доверии тоже взаимосвязан, но здесь, мне кажется, напрямую. Потому что вот седьмой вопрос у нас так звучит. На ваш взгляд, как повлияют следующие факторы на выборы Башкана Гагаузии? Повлияет решающим образом, скорее повлияет, скорее не повлияет, абсолютно не повлияет, и затрудняюсь ответить вопросы. На ваш взгляд, повлияет ли фактор, что кандидаты имеют опыт в экономической деятельности, бизнесе и опытный политик? Сказали, что повлияет решающим образом 59,5% ответили. Скорее повлияет еще 15%, скорее не повлияет 17%, абсолютно не повлияет 5% и 3,5% затруднились ответить. Если у этого кандидата какая будет политика, прогагаузская, промолдавская и независимый кандидат, если у него будет, повлияет ли это? Повлияет решающим образом 8%, скорее повлияет 11% еще, скорее не повлияет 52%, абсолютно не повлияет 22% и 7% затруднились ответить. Кандидат, поддерживаем правящей партии, повлияет ли? 1% сказали, повлияет решающим образом, скорее повлияет еще 3%, скорее не повлияет 2%, абсолютно не повлияет 22%, 92%, и 2% затруднились ответить. Кандидат, поддерживаем партии социалистов, 17% повлияет решающим образом, 23% скорее повлияет, 35% скорее не повлияет, 22% абсолютно не повлияет и 3% затруднились ответить. Кандидат, заручившийся поддержкой Российской Федерации, 80,5% повлияет решающим образом, а скорее повлияет 11% еще, 3% не повлияет, абсолютно не повлияет 1, и 4,5% затруднились ответить. Кандидат, заручившийся поддержкой Турецкой Республики, 20% повлияет решающим образом, 35% еще скорее повлияет, 15% скорее не повлияет, абсолютно не повлияет 8%, 22% затруднились ответить. И кандидат в прозападной политической ориентации, 3% повлияет решающим образом, сказали, 4% скорее повлияет, 3% скорее не повлияет, 80% абсолютно не повлияет, и 80% затруднились ответить. И при том, там, где не повлияет, они говорят, что в смысле, что их выбор за него. Потому что потом объясняли, потому что когда мы говорили, они пишут, некоторые сами заполняли, потом спрашиваешь человека, вот ты поддерживаешь? Только нет, я не повлияет, чтобы я за него проголосовал. Если он такой, я за него не буду голосовать, чуть-чуть наоборот это сделано. Мы уточняли эти вопросы. Кандидат поддерживаем действующим Башканом Гагаузии, 5% повлияет решающим образом, скорее повлияет 12%, скорее не повлияет на их выбор, будут голосовать или нет, 42%, абсолютно не повлияет еще 27%, и 14% затруднились ответить. И последний вопрос мы задавали такой. Если бы выборы состояли в следующее воскресенье, за кого бы вы проголосовали? Ну, у нас распределились голоса следующим образом. Где это у нас? Вот она. Здесь тоже, а потом скажу. Я сначала просто прочитаю проценты. Константинов Дмитрий, если бы вы проголосовали в следующее воскресенье, за него проголосовало бы 1,3% избирателей. Чемпеш Сергей 26, Георгий Ильич 6,5, Крайтор Дмитрий 2,3, Петров Виктор 3,2, Формузал Михаил 7,5, Дудугла Николай 2,7, Стояногла Александр 18,6, Кикшал Ивановна 4, Горизан Олег 1,9, Ужун Григорий 3,2, Чернев Сергей 0,9, Чебан Вадим 1,3. Другие личности и кумулятивные, то есть совершенно другие люди,
За них бы проголосовало 17,5%. Они не видят здесь их. Никому не доверяют 9,1%. Сейчас я приведу вот такие примеры. Вот смотрите. Общее количество, как я уже говорил, у нас 839 бюллетеней. И когда проценты выбивали из количества избирателей. Вот в Камарате мы провели 120, количество опрошенных, 120 человек, в Камарате 8800 избирателей было тогда, так? Чедерлунга 100 опрошенных было, 7250 избирателей. Вулканешта 83, 6430. Кангази 49 опрошенных, 4340. Кирсова 43, 2600, Светлая 20, 670, Кангашик 16, 800, Дезгинжа 18, 770, Чекмайдан 21, 1230, Авдарма 22, 1150, Ферапонтика 15, 370, Гайдары 30, 1130, Тамай 31, 1830, Бежгиоз 25, 1300, Казакле 35, 2667, Копчак 40, 3350, Этулия 27, 1290, Чешмикюй 23, 1090, Баурчи 35, 225, Бешалма 29, 1520, Буджак 14, 650, Желтай 18, 770, Киретлунга 35, 830. Ну, почему Киретлунга 35? Я оттуда, и, в принципе, мне там... Я заходил, он не в один день проводил, поэтому точно больше. Сейчас вот из количества, еще одна таблица у нас есть, начнем. Константина Дмитрий из 839. За него проголосовало бы 9 человек, и это 1,3% получается. И это 564 избирателя. И получается 1,3%, исходя из того, что вот 54 839, так? За ЧМПШ 173 человека голосов по анкетам, так? Общее количество избирателей проголосовало 11 248, 20,6%. Левчу Георгий 54, общее количество избирателей 3555, 6,5%. Крайтор Дмитрий 19 человек. Общее количество избирателей 1266, 2,3%. Петров Виктор 27 человек, 1760 избирателей, 3,2%. Формужал Михаил 63 избирателя, 4081, 7,5%. Дудугла Николай 23 избирателя, 1471, 2,7%. Сайногла Александр 156 избирателей, 10120, 18,6%. Якшал Ивана 34, 2224%. Гризан Олег 16, 1056 избирателей, 1,9%. Ужун Григорий 27, 1767, 3,2%. Чернев Сергей 8, 481, 0,9%. Чебан Вадим 10, 725, 1,3%. Другие личности 145. Видите как? 9550 избирателей уже, 17,5. Никому не доверяют, 75 анкет, 4959 человек никому не доверяют, 9,1, 830, 100%, 54 400. Если мы будем знать картину, тогда легче будет оперировать данными и так далее. Потому что я читаю в интернете 40%, 50%. Ну, это сказки Венского леса. Ну, зачем вводить людей в заблуждение? Надо проводить нормальные, а не сидеть, палец в потолок или 2-3 человек по телефону опросил, он делается 100%, вот столько. Ну, так не надо. Мы, во всяком случае, постарались сделать так, чтобы объективно, чтобы есть данные, что любой может, заинтересованный может подойти, можно пойти, люди видели, что наши люди ходили, говорили с людьми,